Акты вандализма – не редкость для нашего общества. Мы часто видим, как человеком разрушаются исторические, культурные объекты. В общественных местах ломаются скамейки, разбиваются уличные фонари, отрываются от земли мусорные урны. Варварское поведение не обошло стороной детскую площадку в центре столицы, которую недавно установили в парке перед администрацией города. Вот эти очень слабенькие шурупчики. Сегодня слабенькие, Андрей Владимирович, взрослые садятся, отрывают. Вот это маленький ребенок не может отрывать. Вот теперь вот дети здесь, они курят, не сидят. вот это вот сломано. Это дело рук взрослых людей. Подарок городу, почему его портить? Почему ломать? Вот я смотрю, здесь окурки валяются, листочки какие-то бумажные валяются. Ну, надо ведь любить свой город. Мне часто хочется, вот как главному архитектору города, в экране телевидения кричать: люди, полюбите свой город. Это ведь для детей. Игровая площадка уже небезопасна для детей, так как многие горки и качели повреждены. Также, по словам представителей городской администрации, бывает, что и сами родители оставляют после себя много мусора. Подрядчик свою часть выполнил, то есть построили. Но здесь, наверное, и наша недоработка в том, что мы не смогли взять на баланс там и закрепить. Теперь этот вопрос, в общем-то, практически решен. Мы закрепили за начальником второго домоуправления. Он приведет в порядок то, что вот вы видите здесь сломанные определенная часть конструкции. Этот вопрос мы решили. Самая главная проблема, и она заключается не только в этой площадке, она заключается в целом по городу. Меня просто поражает вот не такое варварское отношение к своему имуществу, к своему городу. Ломаются лавочки, мусоросборники. Я это говорю с болью, потому что мы всегда друг друга как бы хотим обвинить. Гражданин обвинить администрацию, администрация, все такое. Нужно быть ответственным. Я еще раз говорю, каждый должен чувствовать свою ответственность, персональную ответственность. Я понимаю, здесь дети. Вот у меня у самого маленькие дети, но ребенок может выбросить, может там что попытаться сломать, там, я не знаю, намусорить. Но есть родители, которые должны следить за этим, убирать. Здесь практически все условия созданы. Пожалуйста, вот валяется мусоросборник. Сломали. Он же не сам сломался. Бывают такие моменты, когда берут эти лавочки, переносят в другое место, ставят там друг против друга. Им так удобно, скажем, да? Ну, хорошо, удобно им. Поговорили, отнесите на место эту лавочку. Нет. Эти семечки, я не знаю, их, наверное, нужно тонну съесть, чтобы вот шелуха полностью покрывает напольную часть. Но опять же говорю, мне просто хочется, чтобы мы уважали прежде всего самих себя. По словам Тамары Лакарбы, эта детская площадка была подарена столице благотворительной организации. При установке были выдержаны все нормы безопасности и учтены все нюансы. Благотворительная организация обратилась в администрацию для того, чтобы получить разрешение установить здесь 2 детские площадки. Они показали эскизы, нам очень понравилось. Естественно, это радость, когда городу дарят, детям тем более дарят вот такие хорошие, классные детские площадки. Но потом началась полемика, как вы все знаете. Многие стали говорить, почему в этом сквере не для детей с колясок, а это для молодежи. Но всегда изначально с 40-го года я интересовалась. Здесь всегда были детские площадки и площадки для молодежи. И кто учился в 10-й школе в довоенное время, они все это знают прекрасно. Потом начали придираться к нормам. Якобы нормы неправильные. Это я уже как архитектор. Мне было тоже где-то обидно, что вот такие замечания, потому что мы просто так их здесь не организовали. У нас нормы, у нас вот эта второстепенная улица, 2 аллеи, посадка зеленой изгороди, все нормы выдержаны. Вот. И когда установились площадки, мы все были счастливы, довольны. Мне многие говорили, звонили. Вот, ой, как здорово, вот столько детей сюда с мам приходят, с мамами. Как отметила главный архитектор города, столичная администрация уже подготовила проект, согласно которому по всему Сухому будут строиться детские площадки. В ближайшее время администрация приступит к его реализации. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.